На татами разворачивается напряженная, но честная борьба. Соревнования проходят среди юношей. Этот турнир по всестилевому карате посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Присутствие почетных гостей подчеркивает его значимость и общественное значение. Каждый участник демонстрирует высочайший уровень подготовки, волю к победе и уважение к сопернику. Эти юные спортсмены не совсем новички. У многих за спиной уже имеется множество достижений. Занимаюсь уже около 9 лет. Много местов разных, первых, вторых, третьих. Выиграл в этом году очень клубный чемпионат мира, а также в прошлом году выиграл чемпионат мира и России. Также хочу занять первое место в этом турнире. Соперник тоже не слабый, но альхамдулилля выиграл. У меня много соревнований, где-то 13-12. Там только мало проигрывал, но много. Конечно, соперники тоже сильные. Но выиграл. У меня один есть боец, который нравится, Моусар Илоев. Каждый бой смотрю, но мне его стиль нравится, как он дерется. Особый колорит событию придает и культурная программа. Это стало ярким подтверждением того, что спорт и искусство идут рука об руку на пути к созиданию. Соревнования проходят на базе современного ФОКа Верхние Очелки. Организаторы – культурно-досуговый центр Малгобекского муниципального района. Делают акцент не только на спортивных достижениях, но и на воспитании молодежи. Этот турнир по карате далеко не последний. Соревнования в Республике Ингушетия именно по всестилевому карате проводятся довольно часто. Вот в скором времени ребята должны выехать в Анапу на юношеские игры. Там же пройдет и Кубок России по мужикам. Вот после этих соревнований мы будем уже готовиться к более масштабным соревнованиям. Турнир завершился торжественной церемонией награждения. Лучшие участники получили грамоты, медали и подарки. Мероприятие стало настоящим символом сплоченности молодежи и доказательством, что спорт – это сила, способная противостоять любому злу. Адам Гуражев, Маулит Гирьяхильгов, Магаз 24.